какие грузы и куда будут отправлять. Об этом будем говорить в студии с гендиректором транзитно-логистической компании, главой филиала Генассамблеи народов мира в Абхазии Стамуром Ахсалба. Он с нами в студии. Стамур Платонович, мы рады вас видеть. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Если о строительстве вообще транзитного припортового терминала в Очамчире было давно известно, и на начальном этапе, когда вообще задумывался проект, то о терминале, о транзитном хабе в Галском районе мы узнаем вот сейчас, уже постфактум. Расскажите, пожалуйста, что это за проект и почему некая секретность, да, потому что для этого тоже были причины, и мне бы хотелось, чтобы нашим слушателям тоже объяснили. Начну с того, что при строительстве портового терминала в городе Очамчира тогда руководство страны понимало, что подписанное соглашение в 2010-2011 году между таможней Российской Федерации и таможней Республики Абхазии о перемещении транзитных грузов через территорию Республики Абхазия. Это не только морское сообщение транзитное и железнодорожное, это еще и автотранспортное. Вот. В связи с геополитической ситуацией до 2014-2012 тех годах по объективным причинам не могло быть реализовано в связи с в Грузии обстановка, да, правление экс-президента Саакашвили. Вот. После того, как после начала военной операции на территории Российской Федерации, вот, этот проект стал жизненно необходим для нашего стратегического партнера Российской Федерации. Это совместный абхазо-российский проект. Да, абхазо-российский проект. Вот. И мы уже обратились к руководству страны для того, чтобы начать реализовывать данное соглашение 2010-2011 года. Прошли большую подготовку, согласование, так как службами Российской Федерации, службами абхазскими. Вот. И закрытый был проект в связи с геополитической ситуацией. Что тут идет война, тут весь Запад как бы противостоит Российской Федерации. Вот и пришлось закрыть этот проект не от Абхазии, не от народа Абхазии, а то, чтобы не помешало это и Абхазии самой, и самому проекту. Приходилось работать, как говорится, тихо, для того, чтобы этот проект был успешно, плодотворно запущен. Вот. И тогда, когда мы прошли согласование со всеми службами,